Как приятно, когда твоя квартира располагается в доме, где чистый подъезд, сухой подвал, благоустроенная придомовая территория. Все это создается не только стараниями самих собственников помещения, но и обслуживающей организации, которая за средства, собранные на текущий ремонт, осуществляет ряд работ по содержанию общедомового имущества. Это подготовка к зиме инженерных сетей, ремонт фасадов, подъездных козырьков, асфальтирование и многое другое. Но из-за долгов ряда жильцов выполнить в срок запланированной работы не удается. В интересах остальных добросовестных плательщиков к должникам применяется ряд мер. Закон предусматривает применение следующих мер. Пени. Согласно статье 155 Жилищного кодекса, жильцы, несвоевременно или не полностью оплатившие предоставленные коммунальные услуги, должны уплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. Возможность введения ограничения или приостановления оказания коммунальных услуг. Вы можете остаться без электричества, канализации и так далее. Взыскание задолженности ведется в судебном порядке с вытекающими отсюда расходами у должника по оплате госпошлины. Если даже после решения суда должник не торопится исполнять решение суда, данная функция возлагается на Федеральную службу судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, наложить арест на счета, зарплату и ценные бумаги, арестовать имущество и даже выселить из квартиры, не говоря уже о том, что можно лишиться бытовых и электроприборов, мебели и так далее. Некоторые категории граждан могут обратиться за получением субсидии в случае, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения в совокупном доходе семьи. Большинство должников – это вполне состоятельные люди, которым по силам оплачивать коммунальные услуги. А вот самыми добросовестными плательщиками являются пенсионеры и многодетные семьи. Собранные средства с вашего дома за содержание и текущий ремонт расходуются по прямому назначению только на ваш дом и никуда больше. А потому, если обслуживающая организация скажет, что денег не хватает, ищите должников среди соседей, ведь именно из-за нерадивых плательщиков страдают все. Добавим, что многочисленные просьбы заасфальтировать внутриквартальную территорию или установить детскую площадку также оплачиваются за счет собственников квартир, если желание в этом вопросе выражает большинство. Обслуживающая организация делает смету, находит подрядчиков и проводит необходимые работы. При этом все затраты будут разделены между собственниками, и тарифу за содержание прибавятся символические копейки. А в результате все, о чем так давно мечталось, будет именно в вашем квартале. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.